Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қалдарың қалай? Добро пожаловать на урок казахского языка. Тема нашего занятия – жабайы құстар, дикие птицы. Педагог Исаинова Гульсум Уразовна. Ребята, не забывайте перед просмотром видеоурока делать разминку. Тогда вы сможете правильно произносить все слова по-казахски. Язычок поставим как кошечку и спрячем его за нижними зубками. Улыбнемся вместе с Барбоскиными. Губки в сушку превратим и тянем вперед. Губы в трубочку свернем и тянем вперед, произносим твердо. Подуем в трубу мягко. Зарычим, как медведи, твердо. Достаем рыбную косточку из горла. Полоскаем горлышко. Заплачем, как малыши. Подышим на снежинку, чтобы она растаяла. Ребята, давайте повторим название диких птиц на казахском языке. Мынау бүркіт. Мынау тоты құс. Мынау қарға. Мынау торғай. Мынау қарлығаш. Мынау аққу. Мынау көгершін. Давайте поиграем в игру «Я жок». Я показываю вам картинку и называю птицу по-казахски. Если я называю правильно, то вы говорите «я». А если неправильно, то вы говорите «жок» и исправляете ошибку. Называйте ее по-казахски правильно. Мынау бүркіт. Я. Мынау көгершін. Жоқ, мынау торғай. Мынау қарға. Я. Мынау бүркіт. Жоқ, мынау көгершін. Мынау аққу. Я. Мынау тоты құс. Я. Мынау қарға. Жоқ, мынау қарлығаш. А сейчас откроем страницу 60 и посмотрим на задание номер 1. Назови всех птиц. Кто здесь лишний? Обведи. Ребята, давайте назовем вместе всех птиц. Қарға, көгершін, үйрек, торғай. Кто здесь лишний? Үйрек. Почему? Өте жақсы. Үйрек – үй құсы. Утка – домашняя птица. Обведи утку. Теперь вместе выполним задание номер 2. Какая птица осталась без пары? Первая птица – көгершін. Есть ли у нее пара? Да, есть. Соедините линии. Следующая птица. Правильно, қарлығаш. У нее тоже есть пара. Соединяем. Дальше.
Акку. Нашли пару? Соедините ее. Так какая же птица осталась без пары? Молодцы! Карга. Обведите ее. Ребята, к нам в гости пришел Нолик. Давайте вместе с ним выполним третье задание в рабочей тетради на странице 61. Здесь нужно помочь птицам отыскать их тени, соединить их линией и назвать их всех по-казахски. Начнем? Первая тень принадлежит вороне. Называем ворону по-казахски. Карга. Вторая тень. Да, это тень попугая. Тоты-құс. Следующая тень чья? Верно, ласточки. Қарлығаш. Посмотри на четвертую тень. Кому она принадлежит? Конечно, лебедю. Акку. Ну и на последней картинке изображена тень воробья. Торғай. Вы вместе с Ноликом хорошо справились. Я горжусь вами. Ребята, вы знаете, что почти все птицы умеют летать? Посмотрите на картинки. Сейчас мы с вами будем составлять предложения. Сначала нужно назвать птицу, а потом сказать, что она летает. Летает ошада. Давайте вместе скажем. Ошада. Попробуем? Бүркіт ошада. Тоты-құс ошада. Акку ошада. Торғай ошада. Көгершін ошада. Қарға ошада. Қарлығаш ошада. Өте жақсы. А на этом наше занятие подошло к концу. С вами была Гульсум Оразовна. Сау болыңдар, балалар.